1916 году революционера, противника царского режима Григория Орджоникидзе с партийным прозвищем Серго отправили в ссылку в далекую Якутию. Поначалу его хотели распределить в Нюрбу, но узнав, что у молодого мужчины есть медицинское образование, назначили в село Покровское, ныне город Покровск. Здесь он поселился в одноэтажном деревянном здании амбулатории. В этом доме, построенном это в 1912 году, он здесь жил и работал как фельдшер. В Покровском Орджоникидзе пробыл до февраля 1917 года, после чего уехал в Петроград навстречу Октябрьской революции и новому советскому государству. В 1952 году прямо перед зданием амбулатории, где он жил и работал, установили памятник, а через 10 лет амбулаторию сделали домом-музеем Григория Орджоникидзе. В 1986 году, в год его столетия, дом-музей в Покровске посетила дочь Орджоникидзе Этери. Сейчас объект пустует с 2015 года, нынче ему исполнилось 110 лет с момента строительства. Экс-директор Дома-музея Павел Харитонов вспоминает, что еще в годы его работы здание требовало основательного ремонта. Дом обветшал, столетний дом, и поэтому градусов зимой, скажем, 6-7 градусов было. Холодно, очень холодно. Даже вот наша дверь, толстая дверь не держал мороза, и поэтому внутри вешали даже вот это одеяло. Все. А капитальный ремонт когда-нибудь у него был? Никогда не было. Разговоры о необходимости реставрации здания Дома-музея начались в 2014 году. В 2020 была подготовлена проектно-сметная документация. А нынче, в год культурного наследия народов России, стало известно, что будет выделено финансирование в размере 28 миллионов рублей в рамках проекта «Историческая память». Самая большая работа предстоит по подъему здания на новый фундамент и на один уровень со зданием музея. Помимо этого, конечно, предусмотрены и другие реставрационные работы. Окна, ставни, часть стен, которая пришла в негодность или уже деформировалась, полы, венцы, абсолютно все, вплоть до освещения. Дом-музей планирует восстанавливать в течение 2 лет. После окончания работ в нем будет воспроизведен быт времен Орджоникидзе, а также развернуты экспозиции, посвященные ему. Виолетта Застимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.